Сейчас самое главное – это не допустить контактов больных или потенциально больных людей с остальным населением. Потенциально больными могут быть все прибывшие из-за рубежа, начиная с 1 марта этого года. Поэтому настоятельно призываю всем, кто прибыл из-за рубежа, из любой страны, после 1 марта обязательно позвонить на телефон горячей линии. Для того, чтобы сообщить свое местонахождение, к вам выйдет специалист, проведет опрос. Вы имеете право взять листок нетрудоспособности в дистанционном виде и, собственно, 14 дней обязаны находиться в режиме карантина, в режиме самоизоляции. Элементарные правила гигиены должны соблюдаться, то есть это чаще мыть руки, если есть возможность обрабатывать их антисептиком в общественных местах, как можно меньше посещать массовые мероприятия, места с массовым пребыванием людей, в том числе торговые центры, магазины. Граждане должны быть ответственны, потому что они являются потенциальными носителями инфекции и также, чувствуя себя хорошо или имея какие-то минимальные признаки вирусного заболевания, насморк, легкий кашель, также могут заражать остальных. Особенно опасно заражение лиц пожилого возраста, лиц старше 65 лет и лиц, имеющих или страдающих хроническими заболеваниями сердца, сосудов, легких и эндокринной системы, в частности сахарный диабет. Поэтому все, это уже касается не только тех, кто прибыл из-за рубежа, но и все, кто имеет малейшие признаки острого заболевания, должны находиться дома и вызвать врача на дом. Не надо ходить в поликлинику. Мы перешли на особый режим работы, мы работаем только на дому. Отменены все профилактические мероприятия, в частности, профилактические осмотры и диспансеризация. Также сейчас отменены все плановые операции, которые можно перенести на более поздний срок, на срок до 3 месяцев. Остается только вакцинация. Это вакцинация по национальному календарю детей, вакцинация от взрослых. В частности, сейчас у нас идет сезон вакцинации против клещевого энцефалита. В поликлинике выделены отдельные дни для здоровых. В эти дни можно приходить на вакцинацию, об этом вам также сообщит ваш участковый врач. Все работодатели обязаны проводить входной контроль температуры и самочувствия у своих работников. Особенно это важно для тех трудовых коллективов, которые общаются с большим количеством людей, в частности медицинские работники, крупные промышленные предприятия, торговые центры. Потому что один человек может стать источником заболевания для всего коллектива и всех посетителей. Напряжение на систему здравоохранения мы уже ощущаем. Ну, во-первых, это работа на дому, это ресурсы, ограниченные по времени передвижения. Также отрасль сейчас готовится на переход в условиях повышенного инфекционного заболевания. В частности, на территории республики готов к работе новый госпиталь, который будет принимать исключительно больных с коронавирусной инфекцией. Мощность госпиталя рассчитана на 80 новых мест, в том числе 15 реанимационных. Государством предусмотрены меры материального стимулирования, и сейчас прорабатывается вопрос-механизм. Те медицинские работники, которые работают с данными пациентами, обязательно будут дополнительно материально стимулированы.